Информационное агентство Bitter Winter сообщило, что проводимая Китаем политика по ликвидации нищеты на самом деле является культурным геноцидом уйгуров и других тюрков. Выступая на видеоконференции в здании памятника жертв коммунизма в США, которая прошла 17 апреля, немецкий эксперт Адриан Зенс заявил, что Коммунистическая партия Китая всеми путями пытается лишить уйгуров и других тюрков их самобытности. Подчеркнув, что китайская стратегия, направленная на порабощение населения уйгурского региона, вступила в новый этап, Зенс заявил, что ассимиляция тюрков проводится путем принудительного труда, переподготовки и разделения поколений. Недавно в прессе появились снимки уханьской лаборатории, на которых был запечатлен стенд, в котором хранится свыше 1500 вирусов. Фотографии были опубликованы в 2018 году китайским информационным агентством в Твиттере. Сразу после публикации изображения были удалены. Согласно информации британских СМИ, которые опубликовали снимки деформированного шкафа уханьской лаборатории, где проводятся опыты и исследования над большим количеством инфекций, в том числе и коронавирусом, содержащимся в летучих мышах, халатность работников лаборатории привела к тяжелым последствиям по всему миру. Президент США заявил, что если Китай намеренно допустил ошибки, которые привели к вспышке эпидемии коронавируса нового типа, то правительство этой страны должно ответить за это. Утверждая, что цифры в Китае не отражают правду, Трамп сделал следующее заявление. Уровень смертности в Китае намного выше, чем в США. В свою очередь, говоря об арестах сторонников демократии в Гонконге, министр иностранных дел США Майк Помпео заявил, что правительство Китая и администрация Гонконга не выполнили свои обязательства по защите верховенства закона. Выразив обеспокоенность относительно правдивости информации, предоставляемой китайским правительством, министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что проблемы, связанные со вспышкой коронавируса, требуют независимого международного расследования, которое поможет раскрыть подробности о сути вируса, путях борьбы с эпидемией и множество фактов, которые до сих пор скрывают от всего мира. Кроме этого, власти Австралии считают, что меры по борьбе с пандемией, принятые Всемирной организацией здравоохранения, неэффективны. За проведение независимого расследования выступил и министр здравоохранения Австралии Грег Хант, который сообщил, что не выполняет часть рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Начальник департамента полиции города Кацина Гамбо Иса сообщил, что в районах Дуцинма, Данмуса и Сафана произошло вооруженное нападение. В результате теракта погибло 47 человек и было ранено большое количество мирных жителей. Отметив, что раненые были доставлены в больницу, начальник полиции сообщил, что в районе теракта начата масштабная спецоперация. По сообщениям официальных СМИ Нигерии, ранее те же самые вооруженные формирования совершали нападения на эти районы. Однако каждый раз местным жителям удавалось прогнать их. По предварительным данным, причиной нападения стала месть.